В Чолпонате в культурном центре Рухурду прошла международная туристическая выставка «Ярмарка» Иссык-Куль ITF-2022. Ярмарка приурочена к началу турсезона. На международной выставке «Ярмарки» представлены все регионы страны. Гости смогли увидеть работы ремесленников, национальные игры, концерты артистов и другие мероприятия. Также посетители ознакомились с товарами и услугами туркомпаний, пансионатов, домов отдыха и других организаций, работающих в сфере туризма. Презентации провело более 200 ведущих туристических компаний из Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Венгрии и других стран. Çapkan çalıncaş ötüp geçse dalmaz. Her jigitke şaymaşa yer gibiyle karındaş. Yer gibiyle, yer gibiyle. Yer gibiyle, yer gibiyle. Şunkargana takkanday, uçup para jatkanday. Kalkınalı jarışka kayturunu çapkanday. Kanday adam din turat, albay jürüp okunan. Çalpı teyiz bilesek çalınmasın ıntınar. Dilekten kuyup canıp gün öpkün. Canın barda öçürgü, jalının bücüröktün. Şarafat bu düynödöy, şanga olsun sürüdöy. Kandı çırap durasın, karap çette bilebe. Yer gibiyle, yer gibiyle. Yer gibiyle, yer gibiyle. Şunkargana kakkanday, uçup para jatkanday. Kalpınalı jarışka, kaydurumu çapkanday. Kanday adam pintura, kalbay jürüp okunan. Jalpı teyiz bilesek çalınmaz ıntıma. Глава Кабмина Кыргызской республики Акылбек Джапаров официально открыл летний туристический сезон. Урматтуу Акылбек Усенбекович, урматтуу элчилерибиз, урматтуу коноктор. Бүгүн сиздер менен Иссык-Куль 2022 мен көчмөнмүн атындагы Иссык-Куль жарманке көргөзмөсүндө дагы бир жолу жүз көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. 2017 жылы бүткүл дүйнөлүк туризм уюму Кыргызстанды келечекте туристик бум боло турган 10 мамлекеттин ичине киргизди. Бул өлкөбүздүн маданиятына, тарыхына, басып өткөн жолуна жана туристик потенциалына берилген баа. Бул ойлойм абдан жогорку баа берилди деп. Ошонун үстүнөн сиздер менен биргеликте туристик операторлар, туристик компаниялар, пансионаттар жана көптөгөн объектилер менен биргеликте мамлекет жеке өнөктөштүк болуп көп жылдан бери тыгыз иштеп келе жатабыз. Бүгүнкү көргөзмө жарманке мына ошонун үлгүсүнүн бири. Баардыгыңыздарды келип, активдүү катышып, ушул жерде болгонуңуздарга ыраазычылык билдирүү менен алгачкы сөздү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Усенбековичке берүүгө уруксат этиңиз. Урматтуу коноктор,
урматтуу пресса өкүлдөрү. Мына ошентип 2022 жылдын жайкы туристик сезонуна кирип келди. Бүгүн расмий түрдө старт беребиз. Сөзүмдүн алдында президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атынан баарыңыздарга туристик сезондун ачылышына ысык салам жолдоймун. Бүгүн мен өз сөзүмдө Ысыкөл, анын туристик потенциалы, жакынкы жана келечектеги пландарыбыз боюнча бөлүшүп, мекендештерибизге айта турган сөздөрүбүздү айтайын деп турам. Касиеттүү Ысыкөлүбүз тарыхта кыргыздын кылымдардан бери таянган, сыймыктанган, алыска атын тааныткан жери бермети. Манас Баатыр биринчи жолу көлдү көргөндө тамшанып мындай деген экен: береке экен, бел экен, пендеге өрчү жер экен, жер дегенде адамды хан кылуучу жер экен, ортосу көпкө көл экен, көлүндө ырыс бар экен, эки эли жерин оодарса түгөнгү салтын бар экен, жаныбарым Ысыкөл, жер соорусу турбайбы, жер деген киши тунбайбы. Көлүбүз Саякбай сындуу алп манасчылардын мекени, акындардын, алтындардын мекени. Ысыкөлгө суктанган киши көп болгон жана болот. Биздин Ысыкөлдү жер планетасындагы географтар око земли, жердин караги деп аташат. Бул көлдүн табигый керемет касиети. 1600 метр бийиктикте суусу кычыраган кышта тоңбогон, жайында 20 градуска чейин ысыган, бир да суу агып чыкпаган, өзүн өзү тазалаган, тоо койнундагы Кудайдын бейиш жери. Тамирландын, Аксак Темирдин, Апостол Матвейдин таманы тийген жер. Мындай жерди биз даңазалап гана турууга милдеттүүбүз. Ысыкөлдү азыр дээрлик бүт дүйнө жүзү биле баштады деп айтсак болот. Алсак СССРдын курамындагы бардык өлкөлөр билет. Россиянын батышынан Сибирине чейин ар бир жараны биздин көлдү көрүүгө куштар. Быйыл дүйнөдөгү саясий абалга байланыштуу бизге туристтердин чоң агымы келет деп күтүп жатабыз. Биз ага даяр болушубуз керек. Ысыкөл элдери элдештирүүчү жер болот. Бир жагынан кыргыз жарандары дүйнөнүн бардык жерлерине барып иштеп, окуп жүрүшөт. Алар биздин потенциалдуу агитаторлорубуз, Кыргызстандын патриотторубуз деп билебиз. Көл спортчулар үчүн абдан ыңгайлуу. 1600 метр бийиктикте машыккан спортчу деңиз деңгээлиндеги 4-6 саат жүктөмгө жөн эле чыдамдуу болуп калышат. Илгерки космонавттар көлгө келип машыккандыгы чын. Бир эсе бийиктүүлүү жерде күн абасын, ваннасын алса, экинчи жагынан жумшак, туздуу суу адамга көп энергия берет. Биз муну өркүндөтүп, жыл бою машыгуучу жерге айландырууга шарт түзүшүбүз керек. Көлдүн тегереги жер астынан чыккан ысык сууларга бай. Ошол үчүн көл төң болсо да керек. Кырымдын климатына менен бирдешет. Көлдүн суусунда дарылык касиет күчтүү. Демек бардык сезонду иштей турган туризмдин бир нече тармактарын туруктуу түрдө өнүктүрүү керек. Рекреациялык, ден соолукту чыңдоочу, спорттук, иштиктүү, диний, транзиттик, билим берүүчү, тоо, экологиялык жана ошондой эле ички жана тышкы туризмдин өнүгүүсүнө шарт түзүшүбүз зарыл. Цель международной выставки ярмарки – восстановление и развитие сферы туризма, установление деловых связей между туристическим бизнесом различных стран, продвижение туризма Кыргызстана на мировом рынке, привлечение зарубежных туристов и инвестиций в сектор туризма Кыргызстана. Для популяризации Турции перед памятником Ататюрка были установлены 3 кыргызских юрты и стенды. Их украсили турецкими флагами, плакатами государственных учреждений, картинами с историческими личностями. В рамках мероприятия в этом году прошла специальная ознакомительная сессия,
посвященная Бурсе, культурной столице тюркского мира. Первоклассные изделия из шелка и стеклокерамики, являющиеся гордостью турецкой Бурсы, также были представлены на международной туристической ярмарке-выставке. Шелковые изделия, ковры, ткани и стеклокерамика, а также образцы местной кухни были представлены посетителям на стенде Бурсы. Университет Манас, посольство Турции в Бишкеке, представители столичного муниципалитета Бурсы, Тюрксой и ТИКа активно принимали участие в мероприятии. Аталып кыргыздан бардыгына майрам бий өргө чапкан жалын жаш өтүп кетсе табылбас эр жигитке шаймашай эрги бийле карындаш эрги бийле эрги бийле эрги бийле эрги бийле шыңкыргана таккандай учуп бара жаткандай талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай кандай адам тең турат албай жүрөк кулпунат. Sizlerge el aralık Türk Madaniyatı Uyumu, Türksoy'un Generaldık Sekreteri Sultan Rayev'in jalındığı selamını jetkermekçimin. Oşonday hele bizdin joğuluşumuzga sebep bolgan el aralık şaranın birinciden Kırgız elinin, ikinciden Türk dünyasının tek turizm tarmağı emes, bütün tarmaklar için faydalı olurun kalaymın. Türksoy olarak bu etkinliğe yayınlarımız ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri fotoğraf sergimizle katkıda bulunmak istedik. Altaylardan başlayarak yeryüzünün en güzel topraklarını yurt edinen Türkler ve Kırgızlar hiç de ata yurtları Altay'ı aratmayacak güzellikteki Tanrı Dağları'nın ve Aladağların çevresini de kendilerine bengü yurt yaptılar. Sözlerimin ayağında bizler için öte manulu bolgan şarabızın uyuşturucularına, cana, koldovçularına el aralık Türk medeniyeti uyumu, Türksoy'un Generaldık Sekreteri Sultan Rayev'in atından çoğun razılışımdı bildirem. Aman bolumuzlar. Çok rahmat, razılışını bildiririz. Hormatlı Sancar. Ата журтубуздун биздин тарыхый туугандарыбыз менен чогулушубузга себеп болгон бул Ысык көл туризм фестивалынын жакшылыктарга себеп болуусун тилейм. 8500 жылдык тарыхы болгон, культура шаары болгон, 634 жыл боюнча дүйнөнү башкарып келген Осман мамлекетинин биринчи борбор шаарынын борбор шаары болгон Бурсадан силерге саламдар алып келдик. Barыңızдар bilgendeyri Bursa şaharı Türksoy tarafından 2022 yılda Türk Dünyası'nın madaniyet borboru dep tabılgan. 2022 yıl Türk Dünyası madaniyet borboru bolgan Bursa'mızdı. Bu nersege layıklı körü için dünyaya tanıtımını maksat kılıp жатабыз. Osman İmparatorluğu'nun borbor şaharı bolgan şaharımız tarihi çıkarmalarından Türkiye'deki en aldığınki şaharlardan biri bolup sanılır. Bursa şaharı birinci Türkiye'deki algaçkı Avrupa şaharı depken sıylıkta algan şahar bolup sanılır. Oşondaylı öte köp tarihi, madani baylıklar menen neme kılgan tarihi men dağı kelecekte de modern bolgan şahar bolup sanılır.
katıldığımız ikinci turizm sezonunun açılışı vesilesiyle düzenlenen turizm fuarı ve etnokültür fuarı. Geçen sene de katılmıştık, bu sene daha iyi bir katılımla burada ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. Как посольство Турции, мы вместе с турецкой делегацией принимаем активное участие в Иссыкульской туристической ярмарке в этом году, как и в прошлом году. Как известно, в этом 2022 Турцию представляет Бурса, культурная столица тюркского мира этого года. Шелк, эбру, стекло и не только представлены вниманию участников. В этом году мы создали 3 стенда для продвижения Турции. В этом году также ярмарка очень красочная. Экспонируются этнокультурные презентации, отражающие кочевой быт и культуру. Кыргызстанские зрители хорошо знают турецкие сериалы. Я тоже решил представлять Турцию в одежде одного из известных турецких сериалов. Я думаю, что туристическая ярмарка окажет влияние и на туризм в Турции. Участники осмотрели наши стенды. Надеюсь, что наши отношения в сфере туризма будут и далее развиваться. Народное признание. Бернард Репорт. Ваши аплодисменты. Награда Эль-Симове присуждается за безответный труд и особый вклад в сохранение культурного, исторического и природного наследия. Еңелшектегі Сарыжаз аймағында ел саламаттығына қам көрген өмірінің 82-ші жазын. Турция была удостоена наградой «Надежное партнерство и успешное сотрудничество», а также лучший дизайн стенда на международной туристической ярмарке в Кыргызстане. На последовавшей церемонии награждения награды были вручены послу Турции в Бишкеке Ахмету Сыдыку Дагану. Узбекистан и Венгрию также наградили на церемонии. Уважаемый Хуршид Мирсабирович, мы вас поздравляем. Сыйлы кут болсун. Второе место награждается посольство Турецкой Республики в Кыргызской Республике. Пермаи, Музатай Пайзаха. Жол ережесін сақтаңыздар, майден қашпаңыздар. Кроме Турции, свою продукцию в Чолпоноте представили Венгрия, Россия, Узбекистан, Монголия, Китай, Казахстан, Грузия, Иран и Катар. Здравствуйте, господин посол. Расскажите, пожалуйста, сегодня с чем вы пришли на этот праздник? Чтобы присутствовать на туристической выставке, потому что нам важно, в общем-то, наладить отношения, контакты с киргизским туризмом и хотели бы чуть-чуть показать Венгрию. Вы посол Венгрии, да. в Кыргызстане? Да. Поэтому хотели тут показать немножко Венгрию. Как и туристическую цель, как и вот страну братскую, которая, например, принимает студентов из Кыргызстана в каждом году больше. Уже принимаем 200 студентов из Кыргызстана в венгерские вузы. А вот я смотрю, у вас в Казани что-то у вас. Чем? Это, наверное, национальное ваше блюдо, да, венгерское? Да, это национальное блюдо. Называется это гуяш. Гуяш? Да. И это такой же виде варили пастухи на степи в Венгрии. И это, в общем-то, степное блюдо. Блюдо или суп пастухов. Это готовится из говяжьей. Потом там есть и морковка, картофель и разные специи. Это такая типичная венгерское блюдо. Да, я хотела, это традиционная национальная кухня. Когда гости приходят, у вас обязательно должна быть на скатерти, то есть на столе? Не сказал бы, что обязательно, но практически все наши гости попробуют. А кроме этого, какие еще назовете венгерской национальной кухни? У нас очень много разные вот там блюда из мяса. Потому что не только говядины. У нас кушают и баранину, и свинину. Так что у нас говорят так, что в Венгрии кушают мясо с мясом. Поэтому у нас очень большая разновидность таких блюд. А сладости у вас что назовете? У нас очень вкусные и хорошие торты.
знаменитые, да. А ну назовите. Ну, шоколадный. Шоколадный. Да, это мой любимый, поэтому это... Ваш любимый или национальный? Это мой, Это естественно. ваш любимый. А еще с чем пришли сегодня? Я смотрю, у вас очень красивые рисунки вот тут. Это национальные ваши рисунки, да? Да, мы хотели бы показать наши национальные узоры. Потом тут у нас есть разные буклеты по разным венгерским темам. Особенно вот о Венгрии, как цель туризма. И все что угодно, исторические тоже. Атабек Бай, с чем приехали в Кыргызстан сегодня? Расскажите, пожалуйста. Атабек представляет Узбекистан. Он приехал из Наманганской области, принимает участие впервые. Возглавляет комитет туризма в Наманганской области. В интервью передаче Мосдружбы телеканалу «Пирамида» он отметил: «Рад, что принимаю участие в международной туристической ярмарке на Иссык-Куле. Совсем скоро у нас 22 мая по 4 июня в Намангане также будет туристический праздник. Будет проходить 61-й международный фестиваль цветов. Участники этого фестиваля в возрасте от 7 до 70 лет. Мы уже закончили подготовку к традиционному мероприятию. В течение 2 недель в Намангане будет широко отмечаться фестиваль цветов с участием зарубежных гостей, в том числе представителей приграничных областей Кыргызстана. Приезд зарубежных флористов, мастеров искусства икебаны, ландшафтных дизайнеров будет украшать парк культуры и отдыха имени Бабура, аллею писателей, тематический парк «Долина легенд» и другие зоны отдыха в центре области, приглашая желающих посетить Наманган». Я приехал из Сафибулана, Алабукинского района Джалабадской области. Недавно открыл туристическую фирму и заключил первый контракт с Наманганом. Вот представитель Атабек здесь. Надеюсь, будем тесно сотрудничать с Узбекистаном. Туристтер getirirsiniz, bu da sizden Kırgızstan'la Özbekistan'ın dostluk köprüsü болады, ha? Bizga do'stligimiz abadiy bo'lsin. Xudo xolasa mana biz Samarqand, Buxoroga bordik. Bular bizga Safed bilan Alabuqa to'lni qidirishdi. Kırgız tilinde söylesin. Qirg'iz tilida Xudo xolasa buyursa, mana 19-chisla kuni Aqsida katta forum o'tadi. O'zbek Qirg'iziston bo'yicha forum o'tadi. O'zbekistonliklarni shu yerga kelishiga chaqirib qolaman. Kelinglar, Xudo buyursa, inshaalloh. В рамках мероприятия были организованы традиционные спортивные игры, народные танцы, уроки ремесел и концертная программа с участием местных артистов. Главным организатором выступают Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, Департамент туризма, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области и Ассоциация курортов Кыргызстана. На следующий день состоялся международный Иссык-Кульский марафон Шанхайской организации сотрудничества. Иссык-Куль марафонына қош келіңіздер. Доброе утро, дорогие друзья, любители спорта и здорового образа жизни. Мы приветствуем вас на международном Иссык-Кульском марафоне Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Джаманкулов в Чолпон-Ате приняли участие в церемонии открытия Иссык-Кульского марафона «Беги по шелковому пути». Урматтуу спортчулар, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өткөрүлгөн Run Silk Road марафонуна кош келиңиздер. ШКО марафону эл достукту чыңдаган, туризмге абдан чоң салым кошкон жана эң негизгиси
спортко, денсаулықты чыңдоого үндөгөн уникалдуу аянча. Мына ошол аянчаны расмий ачуу менен алгачкы куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Үсөнбековичке берүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу спортчулар, жалпы спорт көрмандары жана коноктор. Баарыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин атынан көгүлтүргөн жээгинде болуп жаткан эл аралык марафонго катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бекем денсаулыкта болуп, спортко чоң ийгиликтерге жетиңиздер. Конокторго айтарым, Ала Тоо койнуна, Ысык-Көлгө, Кыргызстанга кош келиңиздер. Человечество нуждается в мире и гармонии. Озеро Иссык-Куль обладает уникальной неповторимой аурой, способной созидать и делать мир добрее. Мы рады поддержать марафон, ведь через подобные мероприятия мы продвигаем туристический потенциал нашей прекрасной страны. Жизнь – это борьба, а спорт – это великая борьба, которая объединяет и сплачивает людей, отметил Акылбек Джапаров. В своем выступлении глава Кабмина упомянул об известных марафонцах в истории кыргызского спорта, бронзовом призере Олимпийских игр 1980 года в Москве, легендарного спортсмена Сатымкула Джуманазарова и известную в республике и за ее пределами Дарью Маслову. Кроме этого, генеральный секретарь ШОС Джан Мин направил видеообращение участникам. Как отметил Джан Мин, расширение сотрудничества в области спорта является одним из основных направлений сотрудничества государств-членов ШОС. В этой области марафон ШОС занимает особое положение благодаря своей уникальной привлекательности, массовости и представительности, а также он стал мостом, связующим звеном для углубления традиционной дружбы и сближения народов со всего мира, сказал генсек ШОС. Отметим, что марафон проходил в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В нем приняло участие более 3000 спортсменов из 22 стран мира. Также в рамках забега проводились здоровый забег с представителями дипломатического корпуса. Послы разных стран, в том числе Азербайджана, Узбекистана, Венгрии, получили символические памятные медали за участие в Иссык-Кульском марафоне. Mağaraya gelген bizim ардактуу чет элдик дипломаттарды, элчилерди, эл аралык маанидеги конокторубузду дагы бир жолу куттуктайбыз. Келип, эл аралык Иссык-Куль марафонуна дем берген үчүн. Призеров и победителей с памятными медалями желаем дальнейших успехов в спорте и беге, крепкого здоровья. Ну и давайте сделаем фотографию на память и обязательно бурными аплодисментами поздравим наших... Head of representatives, offices of international organizations. One more time, welcome to марафона ШОС. И, конечно, за проявление интереса к спорту и здоровому образу жизни. Hurmatli Azat Qamarovich, hurmatli Qanat Qanatovich, жалпы эстетика сюжетка Шишоева Чатаралаев. Ну а сейчас общее фото на память. And now photo together. Победителем Иссык-Кульского марафона ШОС Run the Silk Road Shanghai Cooperation Organization стал бегун из Узбекистана Шохрух Давлатов. Дистанцию в 42 километра среди мужчин он первым пробежал, потратив 2 часа 48 минут и 1 секунду. Второе место занял кыргызстанец Илья Тяпкин. Третье – Бердигул Айтбай Улу. Призовой фонд марафона и полумарафона составил 1 534 000 сомов. Иссык-Кульский марафон – это единственный марафон в Центральной Азии, который имеет статус международного. Спортсмены-победители получат возможность участвовать в азиатских играх, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Организаторами забега выступили Департамент физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, Дирекция по олимпийским видам спорта, Федерация легкой атлетики Кыргызстана, Дирекция международного марафона и секретариат Шанхайской организации сотрудничества.
Kırgızistan dolurdun mekeni, tonuk sular tokoylor kenderi. Kılımdarga tübelük yaşay ber, öse bergin güldügün mekenim. Gök asmandı tiregen dolorum, ak buluttu candagan zolorum. Jaratkanım sululuk beriptir, aytı bütpös en bir kos mekenim. Kırgızistan ıyık meken, Kırgızistan koynun genin. Kırgızistan, Kırgızistan, korgoybuz seni bek turup. Kırgızistan ıyık meken, Kırgızistan koynun genin. Kırgızistan, Kırgızistan, korgoybuz seni bek turup. Kırgızistan ıyık meken, Kırgızistan koynun genin. Kırgızistan, Kırgızistan, korgoybuz seni bek turup. Kırgızistan ıyık meken, Kırgızistan koynun genin. Kırgızistan, Kırgızistan, korgoybuz seni bek turup. Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Умуралиев удостоен премии в номинации «Самый успешный посол 2021 года» на 15-й церемонии награждения премии Союза журналистов Турции GAP. В ходе 15-й церемонии награждения премии Союза журналистов Турции GAP, состоявшейся 14 мая в городе Малатья, премия в номинации «Самый успешный посол 2021 года» была присуждена чрезвычайному и полномочному послу Кыргызской республики в Турецкой республике Кубанычбеку Умуралиеву. Премия была вручена послу Умуралиеву за вклад в укрепление дружбы между Кыргызстаном и Турцией, а также за развитие туризма, подъем экономики и увеличение объема взаимной торговли. Kıymetli Sayın Bakanlarım, Başkanlar, kıymetli Sayın dostlar, sayın milletvekillerim, arkadaşlar, misafirler, öncelikle bugünkü programın düzenlenen GAP Gazetçiler Birliği'nin ve Malatya Büyük Belediyesi'ne Çin yürekten teşekkür ederim. Burada bu Sayın Bakanım Yaltı Çöp'te söyledi, vakit yok dedi bu organizerler. Bu sebep benim de tek kana bu odul doğru yönde men için belmektik bir odul öldürümü bilmek isterim. Sadece bir men büyükelçi olarak sorumluluğumda doğru bir sekidevi iyi milleti mille yerine getirmeye çalışıyorum. Vermiş bu devi vererek bu bizden iki ülkemizden, iki halkımızdan arasında biz çalışıyoruz. Bizden dinimiz, dilimiz, tarihimiz bir. Biz bir olsak biz güç buluruz. Çok teşekkür ederim. В рамках мероприятия премии в различных номинациях также были удостоены глава АТО Гагаузия, Молдавия, старший советник президента Турции, старший советник президента Румынии, губернатор и мэр Малатьи, главы торгово-промышленных палат Турции, Ирана и Румынии, известные политики, В
Наманган издавна назвали городом цветов, а с развитием инфраструктуры город не утратил вековых традиций. Одна из таких традиций – ежегодный фестиваль цветов, который впервые состоялся в 60-е годы 20 века. Впервые на выставке участвовали 6 цветоводов и 6 организаций. На первую выставку были привезены новые виды цветов из Ленинграда. Выставка поразила всех своей красотой и яркими красками, после чего они стали проходить ежегодно. Ходит на высоком международном уровне. Для участия в фестивале приехали гости из Кореи, России, Турции, Нидерландов и соседних стран, таких как Киргизстан, Таджикистан, Казахстан и Туркменистан. Мероприятие освещают представители отечественных и зарубежных СМИ из 23 государств, в том числе из России, Китая, Турции, Ирана, Индии и стран Центральной Азии. В международном фестивале для гостей проходят замечательные и неповторимые мероприятия, цветочный парад и выставки, мастер-классы по цветоводству и ландшафтному дизайну, выступления фольклорных ансамблей и звезд узбекской эстрады, творчества. Организованы конкурсы «Мир будет полон цветов», «Чей цветок самый красивый», «В мире кактусов», «Цветок в сердце», «Королева цветов», «Плов в тюбетейке», выставки поделок, национальных костюмов и фотографий. Вечерний парк особенно красив для посетителей и гостей фестиваля. Стоит отметить, что международный статус фестиваль приобрел только в 2018 году. На фестивале принимают участие цветоводы из Турции, Южной Кореи, Узбекистана, Китая, Белоруссии, Пакистана, России и Киргизстана. По окончании фестиваля флористы, принявшие наиболее активное участие в мероприятии, будут награждены ценными подарками, в том числе автомобилем. Очень оживленно в эти дни в парке имени Захириддина Мухаммада Бабура. Всю неделю здесь будет проходить традиционный фестиваль. Это один из самых ярких и долгожданных праздников, который радует не только жителей, но и гостей нашего города. Цветы – это хорошее настроение, радость и красота. Именно поэтому наманганцы с любовью выращивают самые разнообразные цветы – символ красоты, нежности, любви, уважения.